Демир Ильич, прошу доложить о ходе исполнения тех поручений, которые давались ранее. По вашему поручению был сформирован перечень объектов дорожной инфраструктуры, по которым в первую очередь необходимо будет провести работы в текущем финансовом году и с планами на ближайшие 3 года. Исходя из приоритетов, озвученных вами, первыми, конечно, и приоритетными объектами были те объекты, которые находятся в густонаселенных районах города. Это новый район, улица Гумистинская, 30 сентября, Кераз и улица Аргун. По всем этим улицам в текущем году будут начаты работы, будет проводиться капитальный ремонт коммуникаций, и в следующем году, для того, чтобы все стабилизировался грунт и мы могли продолжить дальше работы, в следующем году мы будем закладывать устройство асфальтобетонного покрытия. По городу планируется начать самую проблемную и самую актуальную из всех улиц. Это улица Лакоба, самая загруженная у нас. В этом году опять-таки мы планируем капитальный ремонт всех коммуникаций. И в следующем году вместе с благоустройством, с освещением данная улица у нас будет реализована до конца года. По городу Сухум также есть участок улицы Фазиля Искандера, по которому сегодня администрация уже начала делать капитальный ремонт коммуникаций. До конца текущего года планируется осуществить работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Демир Ильич, перечень тех автодорог, которые мы планируем в рамках реконструкции, они определены. Очень важно, что самым главным, в рамках этой реализации этого проекта мы сосредоточим свои усилия для решения вопросов людей, которые живут компактно, густонаселенные районы. Это в том числе и новый район города Сухум. Это кольцевая Новорайонская, так называемая, извечная у нас проблема по улице Лакоба. Наперед проведение ремонтных работ вызовет определенное неудобство для горожан, но самое главное нам реализовать этот проект, потому что это является одной из главных центральных улиц нашего города. Будем думать, как реализовать проект реконструкции улицы Владислава Ардзенба, тоже центральная улица, которая нуждается в реконструкции. Но там по реконструкции нам необходима замена коммуникации, что гораздо дороже выйдет по средствам. Будем думать, как реализовать, просчитывать, реализовать этот проект. Приведение в порядок центральных улиц, которые на протяжении более 30 лет не реконструировались. Всю эту работу надо обязательно продолжить своевременно, подготовить качественную проектно-сметную документацию и направить свои усилия на улучшение дорожного покрытия в нашей республике. По районам республики, по каждому из районов запланировано по 3 основные дороги, самые приоритетные, согласованные с руководителями администрации районов. И приоритет был расставлен также из загрузки данной улицы и количества населения. Также наиболее важным и приоритетным мероприятием у нас будет устройство дорожной инфраструктуры в Кудорском ущелье. У нас, как вы знаете, в аварийном состоянии находится тоннель. В 2023 году были привлечены российские проектировщики, была подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту тоннеля и моста в Кудорском ущелье. Реализацию этого мероприятия мы начнем в текущем году. Он будет разбит у нас на 3 года. В первую очередь будет подготовлена работа для того, чтобы приступить к ремонту тоннеля. Для этого необходимо будет бетонный узел организовать на месте в селе Лата, скорее всего. Также организовать вахтовый метод доставки рабочих, обустроить одно из общежитий для того, чтобы возможно было проживать там. И полностью начать проводить работы по укреплению свода тоннеля.
так как там уже очень серьезные обвалы, и это очень важный момент. Альтернативной дороги у нас в Кудовское ущелье, к сожалению, нет. Игорь Ильич, по Новофонскому пруду были даны определенные поручения. Скажите, пожалуйста, обследовали или нет, какие выводы сделаны и как можем решить те проблемы, которые возникли в Новофоне? После поступившей задачи нами была организована комиссия выездная. Мы посетили этот объект, и экологами было выявлено следующее, что основной причиной загрязнения и порчи растений в озере стал слив воды с бассейнов. Те химикаты, которые добавляются в бассейн, они разрушают растительность, которая находится в пруду, в связи с чем пришли к выводу, что есть два выхода, но они временные до момента, пока не будут построены очистные сооружения и сточные воды не будут направлены на очистку. Но временным решением является следующее. Те стоки, которые на сегодняшний день поступают в реку Псырска, их нужно будет собрать и спустить ниже по руслу реки, чем находится приемник канала в пруд. Это, наверное, один из самых лучших выходов из ситуации будет. Второй выход по предложению экологов – это запустить альтернативный какой-то источник дебита воды с водопада. Мы сейчас просчитываем оба варианта, и в зависимости от того, какой из них будет дешевле, будем дальше действовать в части реализации этого. Самое главное, конечно же, привести этот пруд в порядок. Если даже временные решения, которые вами разработаны, будут эффективны, мы, наверное, по реализации этого пути пойдем. Потому как это главная туристическая зона, и надо отметить, что если бы ранее мы знали, информировали нас о тех проблемах, которые там существуют, мы наверняка успели бы к сезону реализовать, подготовить этот проект. Но учитывая, что уже сезон в разгаре, значит, в этом году эту программу реализовать, наверное, мы не успеем. Давайте сделаем следующим образом. Даю вам поручение подготовиться к межсезонью, начать эти работы для того, чтобы этот пруд привести в порядок. Игорь Ильич, значит, были даны определенные поручения по обеспечению водоснабжения города Очимчира. Мы знаем, что там возникли определенные сложности. Мною принято решение направить на эти цели порядка 30 миллионов рублей. Что сегодня, какие работы ведутся, какие работы запланированы в рамках реализации этой программы и в какие сроки мы вложимся в приведение в порядок водовода в города Очимчир. В рамках инвестиционных программ в предыдущие периоды были проведены работы по строительству 2 резервуаров и строительству насосной станции в Мокве. Сегодня дебита воды достаточно для того, чтобы обеспечить Очимчиру, но проблема в том, что отводящая труба от резервуаров, она находится в очень плачевном состоянии. По неоднократному обращению водоканала была разработана проектно-сметная документация. В рамках контракта, который будет заключен в ближайшее время, будут проведены работы по капитальному ремонту этих сетей, что позволит практически 50% потерь водоснабжения сохранить и обеспечить людей непрерывной подачей воды. Я вас прошу взять на особый контроль реализацию этих важных социальных проектов, чтобы не получилось так, что по итогам реализации этих проектов нам пришлось привлекать правоохранителей. Значит, прошу вас держать на особом контроле проекты, реализованные в рамках социальных программ. Это важное решение, которое обеспечит водой жителей Очимчирского района. Прошу держать на особом контроле. Значит, дальше у нас непростая ситуация также с водозабором в Гудоводском районе. Ситуация с плотиной, которая обеспечивает фактически как город Гудовода, так и ряд сел Гудоводского района. Там тоже есть определенные сложности.
Давайте мы с вами на следующей неделе выйдем на место, посмотрим ситуацию, оценим обстановку и уже будем думать, как реализовать этот проект. Непростая ситуация у нас в Гагарском районе. В рамках вашей деятельности, компетенций, что сегодня реализуется и какие нам шаги необходимо предпринять по решению проблемы с водой, с водообеспечением города Гагры. По городу Гагра у нас в проект инвестиционной программы включено мероприятие по завершению работ по водоснабжению города Гагра. Они включают в себя капитальный ремонт резервуаров и всех насосных станций, которые находятся на территории Гагарского района. Это те станции, которые были построены еще в 2012 году, но не были введены в эксплуатацию по разного рода причинам. На сегодняшний день необходимо будет полностью провести их пусконаладку, провести, скорее всего, капитальный ремонт каких-то отдельных узлов и закончить все это спуском магистрального трубопровода до потребителей. Реализация мероприятия позволит запустить дополнительно еще один резервуар в городе Гагра, 4000-ник, расположенный над Гагрой на самой высокой точке. В свою очередь, дополнительный дебит резервуара позволит закрыть очередную какую-то часть потребностей наших граждан в Гагарском районе, но полностью для полной реализации мероприятия и для того, чтобы закрыть полностью вопрос с водоснабжением, необходимо будет дополнительный дебит воды довести до резервуаров, так как дебит в реке Репруа его недостаточно для полного водоснабжения города. При этом, учитывая, что у граждан в основной массе есть водонакопители и так далее, я думаю, что основная часть вопросов, она как минимум будет улучшена. А есть возможности нарастить дополнительный дебит воды и за счет каких источников, притоков можно это сделать? Аналогичный проект был запланирован вообще с самого начала. Была взята за основу подрусловые воды реки Бзыб и коллектор в сторону Гагарского района. Там должна была строиться насосная. Аналогичный проект был предусмотрен в 2012 году, но от него почему-то изначально ушли. Сейчас мы проработаем этот вопрос. Это очень дорогостоящий проект. Частично локально решать эти вопросы по мере возможности мы будем, но все-таки нужно решение, капитальное решение, которое позволит вообще жителей города Гагра избавить от этой проблемы, потому что это главный курортный город нашей страны, где сосредоточены основные объекты размещения, да и неудобства для граждан. Это весьма ощутимо. Поэтому давайте решать концептуально этот вопрос, считать, сколько будет стоить насосные станции, строительство насосных станций до резервуара с реки Бзыб. И дальше будем изыскивать средства на решение этой проблемы. Прошу вас ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в доме музея Дмитрия Гурия. По имеющейся информации там есть определенные сложности. Прошу среагировать, изучить ситуацию и доложить для решения тех возникших проблем в доме музея. Для нас это очень важный объект историко-культурного наследия, которое нам оставил Дмитрий Гурия. В этой связи мы особое пристальное внимание должны уделить